из солнечного Сочи. Выехали с Адлера, направляемся в Красную Поляну. Пока с этого города выйдешь, проезжаем аэропорт с правой стороны. С Адлера в Красную Поляну ехать 2 часа, может даже чуть больше, где-то 2,5, если не спеша. Проезжаем тут села, населенные пункты. Ветер навстречу. Фигово. Ноябрь месяц, начало ноября. По температуре вчера было, например, плюс 22 или плюс 24 днем, естественно. Жарко. Ну а утром, конечно, прохладненько. Где-то градусов 14, 12, 14. Вот собака ветер. В тот раз в поляну ехал, ветра не было.
одно деление спалилось. Это потому что ветер. Когда ветер, быстрее садится аккумулятор. Да. Плохо. Красная поляна налево. На электробайке. Только не велосипед, а как он там правильно называется. Ну, которые по набережным катаются на них. То самокаты, а это как-то, я забыл, как он называется. Да, вот самый большой минус в Сочи — это то, что горы далеко находятся. Особенно если ты живешь в Сочи в самом, то до гор пилять и пилять. Пока ты доедешь, то уже и перехочется подниматься в какие-то горы. Вот Садлера до Красной, только до Красной Поляны 40 километров. И еще плюс доехать до вот какого-то места, чтобы подняться в горы, еще плюс 5-7. И потом подниматься в горы. И уже ты перехочешь в эти горы ехать. Вот, это, конечно, да, большой минус. Если ты живешь в Сочи, в Адлере, и чисто именно захочешь прокатиться в горы, подняться, то это очень проблематично, очень. Это только если на машине доехать, оставить машину где-то там, в поляне или в эстосадке, или на розе, хуторе. Машину оставляешь, выгружаешься, катаешься там, ну, подняться там, да, спуститься машиной, да. А если чисто велосипедом ехать, то это вообще мало того, что уйдет весь день, так еще и сил надо немерено, чтобы туда доехать, назад, еще подняться там. Да. В этом плане большой минус в Сочи. Например, если брать Крым,
ту же Ялту, то и если ты живешь в Ялте или просто отдыхаешь, то в горы съездить это одно удовольствие. С города выехал буквально километров 5. Ну, смотря, да, еще в какие места. 5, ну 10 максимум. И все, и ты уже поднимаешься в сами горы. Вот там кайф, да. Но 40 километров пилять, а потом еще подниматься, это, конечно, офигеть как нереально. Не, реально, но, блин, говорю, что весь день уйдет. И еще плюс сил надо немерено. Так, мы проехали 11 километров уже. Скоро будет привал. Через 4 километра где-то. Торгуют всякими овощами, фруктами. Все, еще один заряд сел. 3 заряда осталось. Ветер собака. А
Всего-то 12 километров. Ёптель-мопсель. Как так? Ну да, ветер, ветер. Все из-за ветра. Ну ладно, что сделаешь? Ветер так ветер. Вот и первый тоннель. По-моему, который самый длинный. А не, это не самый длинный. Надо бы одеть шапочку. Шлем не взял с собой теплый. В летнем еду. Пуэрто-Рико. О, тут дует, да. Тут дует прилично. Вон подвесной мост этот. Sky Park, чи как-то там он называется.
Мчим дальше. 5 минут перекурили. 16 километров уже. Прохладненько здесь, однако. Да, надо хотя бы к 10 успеть. Пока поставим аккумулятор на зарядку. Денечки холодно. Сейчас на солнышко, а может, если то потеплее будет. Голицыно прямо, Красная Поляна направо. Мы едем через Голицыно. Я ездил и по той дороге, где идет основная, через Вантовый мост. 2 раза ездил. Ну там один поворот поворачиваешь, второй, там третий. А тут по прямой чухаешь через эти всякие села. Свернул там на кольце и по прямой. И машин меньше. Едешь себе спокойно. Голицыно налево. Нет, нам прямо. Хорошо, идем 40. Стабильность. Стабильная скорость это 40, да. Так, сейчас подъемчики пойдут или спуски. Непонятно.
и ставь лайки. Автобусники с туристами. Да, здесь солнце не проглядывается между этими деревьями всеми. Тут моросил дождь, не подсохло местами. Два деления. Хо-хо. Да. А всего-то почти 20 км. Хотя бы 25 сделать, а потом уже переставлять второй. Вроде дорога более-менее ровная, но из-за ветра садится быстрее заряд. То есть ты едешь, ветер навстречу, и сопротивление, и это все дело. Какой-то парк, что ли, с домиками, с беседками. Непонятно. Да, какой-то бережок или что. Или база отдыха. Парк. Слева лесок красивый, впереди горы. Фух. Отель какой-то. Шакалака, шакалака, бум. Шака, шака, шака. Какая-то база. О, пошли подъемчики.
Можно не спешить, сбавить скорость и потихонечку крутить. Вот и солнышко уже сейчас будет. Да, осень, осень. Осень в Сочи теплая. Ноябрь месяц, а как бы тепло относительно. Во многих регионах России уже дубак, снег. А здесь еще днем даже можно на пляж выйти, позагорать пару часиков. «18 мне уже, увози меня за 100 морей, забирай меня скорей». Так, спуск пойдет сейчас. Или не спуск? Подъем пошел. Фуры, самосвалы, тенты. КамАЗы. Денег взялись все. Да, тяжело на подъеме. Груженному особенно. Ого, еле едут. Ну да. Тяжело идет машина. Папа. Еле поднялся самосвал. Фух. А ну там, наверное, тонн 55 или даже может 60 полностью с грузом. О, какой-то велосипедист. Домой в Адлер. Кто в Адлер, кто в Сочи, да? А кто в Красную Поляну. О, одно деление. О. Одно деление уже сильно не покрутишь. Первые только 3 или 4 километра, еще более-менее. А потом уже все. А потом уже начинает садиться аккумулятор. И потом уже особо не покрутишь.
Итак, вес велосипеда с двумя кумами около 28 килограмм. Ого. А вес обычного велосипеда, Hardtail, например, ну даже если обычный Hardtail, там сколько он весит, килограмм 12, ну 14 максимум. Вот, то есть на 10 килограмм больше. А 10 килограмм это ощутимо. Еще и как ощутимо. О, самый длинный тоннель. А нет, это не он. Камазисты носятся. Ох, ветер, падла. Да, по ветру особо не поедешь. Вот он, самый длинный тоннель. Так, сейчас переставимся, да, ну его в баню. Фу. Свежий заряд. Детка, ты мой кайф, мы въехали в длинный тоннель. Кидают всякую хрень. Детка, ты мой кайф. Это ж надо было такой тоннель построить.
наконец-то. Фух, наконец-то выехали. Ха, с тоннеля этого. Едешь в вечность. В самом Сочи тоже тоннели есть, но они, вот, по-моему, меньше. Этот тоннель прям вообще длиннющий. Так, туманчик. Виднеется туманчик. «28 км только. О. Кепша. Проезжаем Кепшу. Солнышко где-то. Так, это что, 28? Это нам еще 12 км. Хо-хо. Да. 12 км еще пилять. На счете недостаточно средств. Там и заморили. МТС. Тыры-тыры-тыры-тыры-тыт. Вот так мы без рук. Ха-ха. Фух. Опять тоннель. Ну, это такой коротенький. Въехал, не успел въехать, уже выезжаешь.
какие-то емкостя. Что это тут интересно было? Так, что там оно? Медвежий угол какой-то. Не знаем медвежьего угла никакого. Мы на Красную Поляну топим. Река Чвижипесе. Фуроводы тут носятся капитально. Так, 31 км. Осталось 9 километров до заправки. А нет, до самой заправки 10 км. Тут вроде бы ветра нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Осталось 8 километров. До привала нашего на заправочку. Перекусить, зарядить аккумулятор. В Красной Поляне хоть заправка нормальная. Диванчики, столики такие большие. А в Абхазии, когда уже сколько, второй раз ездил в Абхазии, заправки так себе. Маленький столик, стульчики. Ну и такие себе. Пристегнуть велик негде. Ставишь только возле самой заправки при входе.
помчал парень. Не надо паники. Хоровод стал что-то. Паники. Титаники. Эй, принцесса. Какой-то контейнер стоит. Напомнила фильм. Ой, фильм. Игру в детстве. Дальнобойщики. Там вот то едешь. Трасса там. И эти контейнеры всякие валяются. Грузоперевозки там, все дела. Разогнались на спуске. Многие подходят, спрашивают, а что это у вас? Электромопед? Я говорю, нет, электровелосипед. Они со сколько развивают скорость там, а насколько хватает заряда. И рассказываешь им, какая скорость. По ровной дороге 40 это вообще норма. По ровному асфальту можно топить 45, 50, 55. Но это, ну, ты как бы едешь, но ты особо не устаешь. Это на турбо можно. Но опять же, на турбо далеко не уедешь. Турбо это самый последний уровень. На турбо, ну, в принципе, по ровному, если на турбо, наверное, километров, не знаю, километров, наверное, 5-6 одно деление. То есть примерно на километров 30 должно хватить, если постоянно на турбо ехать. Но я редко езжу на турбо. Я в основном MTB, это перед ним. Вот. Турбо это когда надо притопить там, обогнать кого-то там. Или когда в горы поднимаешься и такие именно подъемы серьезные. Тогда да, надо бы турбо включить. А так MTB. Ну и зарядок аккумулятора тоже зависит, какая погода. Там холодно, жарко, ветер, не ветер, вес, с чем ты едешь, пустой или рюкзак там
там у тебя только килограмм 5. Вот. Но в среднем одного аккума хватает на километров, наверное, 40. Но это если брать мой именно байк с двумя, потому что у меня, то есть у меня вес уже 28, где-то так. То есть вот если, а если обычный велосипед с одной батареей, он весит в пределах 24-25 килограмм. Вот. И если это брать в расчет, ну тоже смотря какая дорога, да. Ну да, с километров может 50. Ага, погодите, нет. Это же у меня батареи аккумуляторные. А сейчас с тоннеля выйдем. А там еще один. Ха. Они такие короткие. Сейчас, ладно, с этого выйдем. 37 уже. Осталось 3 км. 4. Подъемчик. Так вот, да, если когда вы покупаете новый байк электро, то там же батарея идет новая. Вот новая батарея хватает на, ну, пишут, что якобы на 100 км. Но на самом деле не 100 км. Не, ну если ехать на эко, там, на туре, то может и на 100. А так, если новый байк с новой батареей, то хватает на километров, наверное, 60, ну, 80, может, максимум. Вот. Ну, а батарея, она садится. То есть с каждым годом, например, она просаживается, и уже заряд держит меньше. А так, когда новенький, да, километров 60-80. Но, конечно, с одним аккумулятором неинтересно уже. Особенно, когда ты ездишь не только по городу, а, ну, и там